Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Все соцсети переполнены, не только все соцсети, во всех кофейнях до сих пор обсуждают интервью первого заместителя главы президентской администрации России Сергея Кириенко двум абхазским телеканалам. Мы тоже будем это обсуждать, но в более широком контексте, и затронем и абхазскую внутреннюю политику, и российско-абхазские отношения. И вы, наверное, догадались, мы это будем делать с Астамуром Таня, с нашим постоянным экспертом. Астамур, добрый день. Ну, очень многое чего сказал. И прямо сказал, и таким как бы завуалированно. То есть читать интервью можно и сверху вниз, и слева направо, и снизу вверх. То есть разные как бы мнения по этому поводу. Но тем не менее есть вещи, которые сказаны, в общем-то, как-то они должны несколько все-таки переразгрузить вот этот внутренний контекст, который существует по отношению к российско-абхазским отношениям. Я бы хотел, наверное, чтобы ты начал, а потом мы уже как-то развивали бы эту тему. Ну, действительно очень интересное интервью. Вот. Масштабное. Больше оно, конечно, касается российско-абхазских отношений. Но я на что обратил внимание, там очень важный был, на мой взгляд, аспект, да, когда Сергей Кириенко сказал о трудностях перевода с русского на русский. Это действительно так, потому что на самом деле это подстрочный русский перевод с абхазского, поэтому он нуждается в переводе, да, с русского на русский. Вот. Исторически так сложилось, и вообще, наверное, в отношениях разных государств, что транслировать и интерпретировать интересы общества вообще должна власть во взаимоотношениях со своими партнерами вовне. Вот, она должна снимать эти трудности, перевода. У нас вообще так повелось в России, что у нас с момента и нашего признания особые отношения складываются уже на официальном уровне. Вот. Ну, ясно, какую роль Россия играет вообще в жизни Абхазии, и в экономическом плане, и в плане безопасности, во всех смыслах этого слова. Не стоит, я думаю, повторяться. Вот. Но Россия изначально строила с Абхазией отношения, продолжает строить, как с суверенным государством. Вот. Есть, конечно, разности, я неоднократно говорил, вот, что называется ТТХ, технических характеристиках обоих государств. Они несопоставимы по масштабам, но это государство. Россия именно таким образом выстраивала и выстраивает отношения до настоящего времени. Но вот эти вот рамки должны все-таки определять наши местные власти. Они должны давать в своих взаимоотношениях с Россией, они, осознавая все проблемы, все сложности, все потребности нашего общества, они должны это проецировать вот в политику, во внешнюю политику, во взаимоотношения с главным стратегическим нашим партнером и союзником. Вот. И мне кажется, что те проблемы, которые у нас возникли в последние годы, они в основном были связаны с этим недобросовестным переводом. Вот. С недобросовестным выполнением своего функционала. Отсюда, исходя из этого, формировалась повестка, которая вызывала в Абхазии неприятие, антагонизм. Кстати, Кириенко отметил, что вот эти соглашения, когда он с ними ознакомился по долгу службы, он увидел, что они не соответствуют нашим интересам. Ты имеешь в виду соглашения в инвестициях, апартаменты? В целом повестку, которая при предыдущем президенте, предыдущей власти формировалась.
Вот. Естественно, смена власти, мы помним, как она произошла, не добровольно совершенно, естественно. Вот. Она оздоровила, во-первых, ситуацию в Абхазии, это надо понимать. И это произошло благодаря деятельности абхазских политических акторов. Смена этой власти произошла. Вот. И эта повестка, она была свернута. Это уже плод совместных усилий уже действующей власти и российских властей. То есть были сделаны определенные выводы. Но вот это такое ровный такой политический штиль какой-то там, который образовался, он же не мог быть надолго. Этот штиль надо было проецировать в политические какие-то акты. Вот. Мне кажется, вот сейчас не стоит ждать, и вообще это было бы вредно, чтобы разруливанием менеджментом наших внутренних проблем занимались российские представители. Ну, да. Я тебя перебью. Да. Все-таки, да, Кириенко сказал, он, во-первых, высокопоставленный российский чиновник, и он выступал вот с этой позиции. С другой стороны, он человек, который родился здесь, вырос, ну, определенно детство провел свое здесь. И то есть Абхазия ему не безразлична, и какие-то вещи он вот то, что он говорил, по крайней мере, по поводу абхазской политической кухни, они вполне были понятны и в реальности соответствуют действительности. То есть он, собственно говоря, сказал ту вещь, мне что понравилось, да? Он сказал, во-первых, о том, что в Абхазии в реальности нет никаких антироссийских настроений. То есть, вот знаешь, вот с момента окончания президентской кампании, вот выборов, вот этих последних президентских выборов, да, там эта тема очень сильно раскачивалась по поводу того, что в Абхазии есть серьезные антироссийские силы. Эту фабулу, в общем, завел, да, началось задолго до этого, но задолго это еще при Аслане Бжане началось, экс-президенте. Но тем не менее, во время выборов президентских эта тема, она раскручивалась. Выборы закончились, казалось бы, там эта точка будет поставлена, и наши власти скажут, что, в общем-то, нет. Это выборы закончились, знаете, у нас всегда так бывает. Мало ли, что ты там на выборах говоришь и какими аргументами сыплешь. Тем не менее, вот ожидалось, что вот власти скажут, что нет антироссийских сил здесь, в реальности. То есть, но этого как-то не случилось. Я вот как-то обратил внимание, вот буквально там дней 10 назад, да, президент встречался с ветеранами войны, которые вошли вот в созданный им совет ветеранов, да, и там один из ветеранов, Феликс Даути, он как раз говорил, что вот есть такая необходимость все-таки заявить, что у нас нет таких сил, потому что это сильно отражается на внутриполитической ситуации в стране. И не только на внутриполитической ситуации в стране, и это отражается вот на отношениях с нашим российским партнером, российским союзником. Да? И президент кивал вроде бы, но я ожидал, что, допустим, он как-то отреагирует, скажет, да, там встречное, да, конечно. Но вот этого мы как-то не услышали. И вот сейчас Сергей Кириенко говорит то, что должен был сказать президент в реальности. Вот почему у нас вот так произошло, наверное. Вот. Ты знаешь, я вот тоже думал об этом. Он правильно отметил, что у нас иногда, знаешь, тоже это, и ты много раз говорил,
у нас конкуренция вот этих политических лагерей, но иногда такое впечатление, вот это фэн-клубы какого-то разных футбольных непримиримых клубов. На самом деле, ну, это же не игра. У нас речь идет о государстве. Здесь нужно думать не как одержать какую-то победу электоральную, а как дальше вместе это государство развивать и выводить на следующий этап. Вот, поэтому, исходя из этой логики конкурентной, получается, что эти команды пытаются постоянно на своей стороне втянуть российский фактор. Вот, и последняя была попытка вот представить политических оппонентов какой-то антироссийской силой. Вот. На самом деле, мне, когда говорят настроение вообще такая эмоциональная категория. Сегодня настроение одно, а завтра другое. А надо посмотреть на реальность. Здесь невозможно проводить антироссийскую политику. Потому что ну, по тем набору причин, о которых мы всегда говорим. Это экономика, безопасность и так далее. То есть настроение, даже если у кого-то какие-то возникают, спроецировать в политическое действие практически невозможно. Не, ну настроения отличаются. Все-таки, я имею в виду антироссийское словосочетание, антироссийские настроения отличаются от антироссийских сил. Я не хочу вот это клише, которое прикрепилось вот, в пропагандистской сфере, это уже как слово «паразит» у нас. Мне кажется, что нашему обществу и нашему этому дискурсу нужно избавляться от этого. Нужно не вот на уровне этих категорий говорить даже смешно, не солидно. Надо говорить о том, как нам построить отношения внутри нашего общества, как вовне. Вот это без приклеивания каких-то лейблов. Тем более у нас, вот, судя по тому состоянию нашего политического поля, проблема вообще с партийной идеологией, она традиционная. Она не преодолена, непонятно, чем в программном смысле друг от друга отличаются. Вот. Но я с тобой совершенно согласен, что власть очень сильно запаздывает. Потому что вот я смотрел и съезд, выступление руководителя форума народного единства. Да, была жесткая критика, но оппозиция не закрывала двери для диалога. Она всегда, и до этого съезда она не раз подчеркивала свою готовность к диалогу. Вот. Но мне кажется, для того, чтобы люди, которые хорошо друг друга знают, регулярно друг с другом встречаются, у которых есть политические разногласия, нет необходимости приглашать посредников. Россия этим не будет заниматься. Это совершенно надо это четко себе давать в этом отчет. Потому что заниматься нашими хитросплетениями, ну, здесь черт ногу сломит. Это никому не охота. Вот это, мне кажется, зона ответственности прежде всего власти. Потому что они же знают здесь среду, в которой они оперируют. Вот. Поэтому мне кажется, что президенту в первую очередь надо наладить диалог. Во-первых, надо сформировать повестку для этого диалога. Во-первых, эта повестка должна быть, она актуальна для всех, и для оппозиционеров, и для властей, мне кажется. У нас базовые вещи, вокруг которых мы можем договориться. Это что? Безопасность раз, экономика, которая обеспечивала функционирование этого небольшого общества, да, приемлемых каких-то социально-экономических условиях, чтобы оно жило. Демографические проблемы, проблемы языка. Ну, ясно, что мы народ, находящийся на грани выживания. Это же это и оппозиционеру, по-моему, понятно, и представителю власти. Если для них это не пустые разговоры, они должны выработать программу совместных действий. Как это решать? Как для того, чтобы вот эти вот базовые вопросы решить нашего существования, как надо взаимодействовать с партнерами, прежде всего с Россией. Вот как они собираются это делать. Где сфера нашей ответственности? У нас, знаешь, так сложилось, у нас очень богатый опыт борьбы за свободу у абхазцев. Но вот когда получаем эту свободу, что с ней делать, у нас постоянно возникает проблема. Есть у нас, конечно, прогресс, но мы должны понять, что
государство только на борьбе, на противостояние, оно не может быть построено. Нужно выработать какую-то приемлемую программу действий. Вот это надо сделать. Это без участия. Вот можно сколько угодно собирать своих сторонников. Можно сделать 20 партий, собрать 30 партий. Но мы, как это неоднократно и эти власти, и предыдущие все делали, вот соберут ряд партий, которые их и так поддерживают. Ну, это понятно, комфортная среда. Собрать людей, которые скажут, да, вот вы согласны полностью со всем. Но это же спектр не отражает. У нас, мы знаем, какие результаты. У нас примерно паритетные, сколько ты хоть 20 партий сделай, хоть 2, у нас паритетная электоральная поддержка у оппозиции и у власти, когда как бы они ни менялись местами. Значит, ты должен это учитывать. Вот там я очень, кстати, я с удовольствием читаю этот Тенгиза Джопу. Да, очень разумно, сознанием дела он пишет, что нужно такое политическое акторство, которое результаты приносит, не имитационные. У нас президент – это не декоративно-представительская фигура. Это даже не первый секретарь обкома, над которым стояла иерархия. У него есть возможности напрямую контактировать с высшим руководством России. Тем более, что сейчас в лице того же Кириенко мы получили, мне кажется, очень такой дружественный фактор в самом высшем руководстве России. Его надо использовать по-хорошему, естественно, для того, чтобы здесь что-то изменить принципиально к лучшему. И в том числе и климат. Поэтому никто на себя ответственность не... Сейчас есть старты, вот есть такое, что называется, смягчающее острые всякие углы интервью Кириенко есть. Вот. Есть ряд заявлений оппозиционных деятелей по итогам этого интервью тоже, кстати, я читал вчера. Вот. То есть условия для... Можно потом даже формализировать эту площадку, где будут взаимодействовать разные люди. Экспертные площадки надо создавать. Потом, когда говорят, очень много уделяется внимания пиару, что-то должно быть, что пиарить. Потому что иначе это просто превращается в такой официоз. Это никому не интересно. Всегда людям интересно смотреть, когда какое-то живое действие пропагандируется. Интересно, когда столкновение, интересное общество, оно живое, когда происходит столкновение разных мнений. Иначе же будет полный застой. Поэтому эта задача выздоровления ситуации, это прежде всего задача действующего президента. В наших условиях это так. У президента явно не хватает публичности, по крайней мере. Это то, что сейчас есть, мне кажется, это иллюзия. Это не публичность. Да, его часто показывают, да, он выступает, высказывается. Это иллюзия публичности. И не нужно самого себя обманывать. Я имею в виду не то, что там где-то прийти на какую-то презентацию, где-то там ленточку разрезать или там что-то сказать, какие-то дежурные слова. Я говорю о разъяснении каких-то важных, судьбоносных, может быть, ситуативных вещей, которые так или иначе у нас постоянно возникают. Да, то есть реакция власти должна быть адекватной. Вот прозвучало, ты сейчас заметил, что съезд оппозиционного форума народного единства был, и там достаточно много критических стрел было выпущено в сторону власти. Да? То есть нужна, наверное, все-таки какая-то реакция. Что ты выберешь? Если ты выбираешь путь конфронтации, ты должен обратить внимание на конфликтный момент. Если ты хочешь диалога, надо обратить внимание на те моменты, где говорится, где тебе предлагается диалог. Мне кажется, это довольно просто. Вообще, то есть я просто нынешняя модель власти, в общем-то, президент говорит, я открыт там, но
абсолютно не публичная фигура вот в плане политики. В плане политики, то есть разъяснений там, тех или иных действий, там, реакции на какие-то кризисные моменты. То есть... Это можно назвать одним словом, двумя точнее, политическая субъектность. Да, политическая вот субъектность. Необходимо нашей власти проявить политическую субъектность. И это... В реальной и в публичной политике. И эта политическая субъектность, отсутствие этой политической субъектности, мы можем сказать не только по отношению, допустим, к президенту, но и к нашей правоохранительной системе. А вот в конкретном случае Сергей Кириенко обратил внимание, да, когда там, я не помню, кто там, ему задали вопрос про российских политтехнологов, которые здесь перед выборами в органы местного самоуправления там активно участвовали в этих выборах, можно сказать. Да, и он как бы сказал, да, они совершили, как бы нарушили абхазское законодательство. То есть он признал, то есть, что вот не только нарушили абхазское законодательство, но и нормы морали, то есть чужой монастырь начали приходить со своим уставом, если вот так образно говорить. И потом уже как бы... Тоже так, знаешь, да, ты продолжи. Да, и потом он уже как бы перешел на то, что вот уголовные дела завели, но я вот как бы опять же, если говорить, использовать эту терминологию перевода с русского на русский, в общем-то уголовные дела, комментируя, что вот уголовные дела там завели там в России на тех людей, которые вот как бы на жалобы вот этих политтехнологов, что их там избили и так далее и тому подобное. Я думаю, то есть переводя с русского на русский, мне кажется, я увидел, вот ваши абхазские правоохранительные органы должны были, собственно говоря, среагировать на эту ситуацию. То есть приехала милиция, приехали спецслужбы, в общем-то ничего не зафиксировали, то есть забрали этих политтехнологов на следующий день или в тот же день, они их быстро выставили, потом уже в парламенте говорят, что вот как бы начали оправдываться, никаких уголовных дел, ничего нет, никаких разбирательств толком не было. Потом, когда уже в России завели уголовные дела на ряда абхазских граждан, в общем-то тогда уже какая-то пошла реакция. Да, президент реагирует. Да, и тогда уже президент начинает говорить о том, что мы своих граждан не выдаем, но то, что, собственно говоря, прописано и в Конституции. Не, ну то, что он сказал, это хорошо. Это хорошо сказал, но я думаю, вот этих уголовных дел в том же Сочи не было бы, не были бы эти следственное управление города Сочи не заводило бы никаких уголовных дел, если бы была адекватная реакция нашей правоохранительной системы. Но наша правоохранительная система просто взяла, умыла руки и подумала, ну это политтехнологи российские, значит кто-то, наверное, с Москвы. Это вот знаешь, как все, что с Россией, некоторые ноги приделывают и говорят, что это всегда Кремль, да, это там чуть ли не Путин там какие-то вещи, в общем-то, лоббирует. Ну, а сейчас, как мы понимаем, что нас иногда наша же власть за нас водит, как это произошло с соглашением об инвестициях, о том, что вот Аслан Бжаня нам объяснял, да, там, что это вот такая, Кремль заинтересован. То есть много вещей, которые оказались просто дутой легендой, абсолютно придуманной, в котором я понимаю, что были заинтересанты, и эти заинтересанты вот здесь именно находились в нашей абхазской власти. Ну, во-первых, политтехнологи, мы часто так на них смотрим, как будто это какой-то спецназ или какое-то стихийное бедствие на нас обрушившееся. Во-первых, в Абхазии давно сложилась эта практика. Кстати, я думаю, что... Это было на выборах. Послушай, я что могу сказать? На выборах было. И политтехнологи, они сами никуда не вламываются. Они находятся ровно там, куда их пригласили и сказали, что там можно и нужно работать.
Вот если бы им правильно определили рамки, что ваша задача там баннеры нарисовать, допустим, или, допустим, помочь соцопрос провести, методологию подсказать. Они сказали, да, они сказали, да. Ну ты позволил столько, они решили, что так можно в Абхазии работать. То есть это целиком, они стрелки винтики в этой ситуации, на самом деле. На самом деле ситуация, да, вот это вот всплеска 5 ноября, да, произошло, она же прямо на голом месте не возникла. Там не раз выступали, говорили, что есть проблемы. Представители оппозиции выступали, говорили. Публично выступали. Когда они публично выступают, это и обращение публичное прежде всего к властям. Не только к обществу, но и к властям. Если бы власти вовремя отреагировали, то вообще эта ситуация бы не сложилась. Не понадобилось бы, не было бы никаких ни эксцессов, ни последовавших за этим уголовных дел. Все надо делать вовремя, потому что из мелочи, вот когда, не знаю, ну вот Франца Фердинанда убили, когда в Сараево, в тот день никто не думал, что через месяц это начнется мировая война. Мировая война. Потому что возникает точка кристаллизации, когда ситуация плохая в обществе, допустим, или международная ситуация. Может вот такая вот незначительная ситуация, она может привести к тому, что начнет формироваться вот этот опасный очень ком. А власть на то она и поставлена, чтобы, во-первых, это по всем нам бьет. Здесь нельзя сидеть в стороне и радоваться. Это моих оппонентов задело. Это вообще бьет по репутации нашего государства, по его способности навести у себя элементарный порядок. Но если ты назвался кем-то, генералом, там, не знаю, министром или кем-то, ты должен, это же не просто это не почетный титул. Это связано с функционалом, это надо делать. Или не надо туда идти. Это так, если ты, допустим, или ты возглавил какую-то политическую организацию, назвался груздем, полезай в кузов, ты должен быть в авангарде всех этих выступлений и так далее, направлять от тебя, потому что это все зависит. Неправильно направил, пострадают твои однопартийцы. Это и властей касается, и всех, и политических разных структур. Вот. Нужно из этого сделать правильные выводы. Ты думаешь, они будут сделаны? Я не знаю, надеюсь, еще раз говорю. Но во всяком случае, для чего существует государственный аппарат? Или тогда его надо кадровую чистку провести в этом аппарате, который, просто он не может быть статистом. Или передоверять свои функции кому-то. Мы же не дети, чтобы за нами все время кто-то убирал. Если мы назвались какими-то должностями, занялись этой работой. В Абхазии это же очень неприятная работа. Она сопряжена с постоянными. Это в России сакрализированная власть. Здесь очень легко прям на улице столкнуться с проблемами любому министру. Это же надо учитывать, что у нас другие показатели. Вот. Они должны, прежде всего, это их касается. Вот как они направят, вот сейчас благоприятная ситуация, еще раз говорю, она не может продолжаться долго. Она может в минус работать, если из этого ничего не сделать. Потому что человек не может долго ожидать, когда когда мы встретимся, обсудим проблемы. А ты не хочешь со мной встречаться? Я тебя заставлю с собой встречаться, разговаривать. Это же такая будет ситуация. Это же надо понимать. Если бы это у нас не повторялось все время, это же не только проблема этой власти. Это же повторяется уже многие годы. Чужими руками здесь ничего не решишь. Надо самому думать. Но здесь есть еще другая, наверное, проблема, мне кажется. Насколько у Бадыр-Гумба есть своя команда? Вот, по крайней мере, вот он стал президентом, а, в общем-то, команда – это те, которых в свое время набирала Слонджани. Насколько
я вот как бы можно видеть по каким-то действиям, что, в общем-то, какого-то синхронной работы нет, по большому счету. Ну, я не совсем с тобой согласен, потому что какие-то политически значимые игроки в команде Бжани, которые определяли климат вообще и характер работы этой президентской команды, их нету. Вот. А если говорить о лицах, просто, да, чиновничий аппарат у нас вообще не меняется. Не только и до Бжани тот же чиновничий аппарат был, и при Бжани, и после Бжани. Вот, один и тот же практически чиновничий аппарат, разве что кто-то, царство небесное, ушел в мир иной. Вот такие бывают эпизоды. А в основном не меняется. Вот. А если говорить о команде, ну, я слышал, такие были разговоры, что Бадра Гунба не очень так стремился в президентское кресло. Это, кстати, его хорошо характеризует, потому что здесь много проблем. Но в школе стал, уже это на тебя накладывает необходимость, обязанность собрать команду, которая будет функциональна. Она не обязательно должна состоять из твоего предвыборного штаба. Ну, то, что я немного поспорил бы насчет того, что сейчас нет вот этих влиятельных фигур. Я, наверное, Нет, я же... политкорректно высказал? Нет, я имею в виду, которые вот такое оказывали бы публичное, такое важное влияние. Может, какие-то подковерные движения есть, мы их не видим. Ну, нет, да, нет ни Аслана Бжани, нет и Александра Анкваб, но, по крайней мере, их влияние, в принципе, можно как бы видеть их влияние на власть или там как бы допускать это влияние на власть. С другой стороны, влияние как бы той команды, которая, может быть, и не воспринимает Бадру Гумба как президента. Все это к вопросу о роли личности в истории. Нужно... Это никто, ни ты, ни я, мы этот вопрос не решим. Ну, роли личности мы можем сказать, когда история закончится. Этот вопрос должен решить, хорошая это будет история или плохая, этот вопрос зависит от Бадры Гунба во многом. Да, то есть он должен сделать, он на самом деле, его легитимность не проистекает от поддержки 5 или 10 человек. Легитимность и дееспособность абхазской власти проистекает от абхазского общества, которое вот здесь прям, оно очень маленькое, и все очень внимательно, все друг друга знают, все друг за другом следят. Вот. Задача президента – обеспечить вот эту легитимность. Не надо оглядываться, ты понравился какому-то бывшему политику или действующему крупному какому-то чиновнику или игроку политическому. Нет. Прежде всего надо уметь иметь в виду, если ты определишь свои правильно приоритеты, чем ты будешь заниматься в ближайшие годы, тут и смысл появится, что пиарить будет. И непопулярные шаги ты свои сможешь тоже объяснить, потому что этот непопулярный шаг в кадровой политике, не знаю, в фискальной политике, он будет связан, потому что вот такая цель у нас стоит, мы эту цель хотим достичь. Это же надо все публично объяснять. Вот, мне кажется, вот это нужно обязательно вот этим делом заняться. В противном случае мы будем все время, вот знаешь, это будет все время затыкание дыр, это будет постоянное лавирование между какими-то утесами, иногда выдуманными, вот, политическими утесами. А в итоге же это мы просто время теряем и ничего опять не сделаем. Вот поэтому сейчас очень многое зависит. Вот этот незначительный отрезок. Его, во-первых, можно пролонгировать, вот, благоприятный период, правильными шагами. Вот, можно. Даже просто публичными правильными шагами. Вот, допустим, он выступил бы не 25-го, а выступил бы 6-го, эффект был бы совершенно другой. Если президент ровно те же слова сказал бы не 25-го, а на следующий день или через 2 дня, когда там более-менее осела бы муть, сказал бы, было бы, наверное, правильнее. Ну, нельзя опаздывать. Потому что
сама власть сама снижает свою легитимность, делает себя слабой и зависимой от любого ветерка. А надо усиливаться, становиться твердо на ноги. Это можно только оперевшись на наш народ. По-другому не получится. Очень сложный народ, понятно. Многообразный, и национальный, и региональный, какие хочешь факторы здесь есть. Удавалось же. У нас примеры есть, когда удавались решать эти вопросы. Я думаю, что наше общество как раз очень даже позитивно воспримет такие шаги. Оно ждет, когда будет твердая политика, твердый ясный курс. И оппозиция, уверен, это поддержит. Нету врагов самим себе и своему народу, я уверен. В большинстве, во всяком случае, мы же всех знаем, в большинстве они все так устроены. В общем, я буду, наверное, завершать нашу передачу. Сергей Владимирович нам дал пищу для размышления. Мы, наверное, нам всем, я думаю, главная проблема в том, что нам не хватает. Вроде бы нас так мало, а вот говорить между собой мы так как-то не научились. Да? Мы все время говорим какими-то заявлениями или как-то отмалчиваемся, как сейчас это делает Кстати, власть. мне всегда так было смешно. Люди вчера обменялись заявлениями какими-то непримиримыми. Завтра сидят за столом, друг за друга пьют. Да. Слушайте, Нет, это хорошо, что пьют. Нет, это замечательно. Неужели нельзя, когда ты между стаканами, договориться о встрече? Да, договориться, давай у нас поговорим, встретимся. Это же можно сделать. Это много раз делалось. Это абхазская дипломатия. Этими раньше у нас очень важно, у нас же должность не так важна, у нас неформальное лидерство очень развито. Это естественно для маленького общества. Того, что кому-то ты назначил, завтра дал фельдмаршала и не знаю... Он фельдмаршалом реальным не стал. Его же все равно будут воспринимать, он здесь, да. Поэтому нужно этим пользоваться, этим нашим общественным фактором. Не забывать, что это самим нужно этим заниматься. В общем, я буду завершать нашу передачу. Наверное, я и Астамур, если переводить с русского на русский язык, говорили о том, что нашей власти, наверное, нужна некая перезагрузка в своих действиях. И, наверное, это касается и информационной политики, которую мы как-то отдали анонимным каналам. И, в общем-то, эти анонимные каналы создают определенную напряженность в абхазском обществе. С другой стороны, мы, наверное, хотим и, наверное, видеть какие-то более какие-то кадровые изменения, которые бы соответствовали бы духу времени. Еще раз почему? Политическую субъектность хотим видеть от участников политического процесса. Зрит в корень. Политическую субъектность мы хотим все-таки видеть от нашей власти. Собственно говоря, на этом я прощаюсь. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Астамур Таня, наш постоянный эксперт. Астамур, большое спасибо. Спасибо, до свидания. До новых встреч.